Новости на канале Осетия. В студии Светлана Пхалагова и коротко о главных темах выпуска. Я считаю это очень важным. Чтить и помнить. 17 лет назад в Гиналдонском ущелье сошел ледник Колка. Жертвами страшной природной катастрофы стали более 100 человек. Память о них жива. В Ленинском суде Владикавказа состоялось очередное заседание по делу Владимира Цкаева. Продолжается допрос свидетелей. Какие новые факты открылись сегодня? В этом году наши ребята будут бороться в категориях 65, 80 и свыше 80. Изнурительные тренировки и строжайший режим. В Северостинском госуниверситете завершаются сборы армрестлеров. Спортсмены готовятся к фестивалю культуры и спорта народов Кавказа. В Северной Осетии сегодня вспоминают жертв схода ледника Колка. Природная катастрофа, произошедшая в Гиналдонском ущелье в 2002 году, уничтожила поселок Верхний Кармадон, унесла жизни 127 человек. Среди них актер иконного театра «Нарт» и съемочная группа во главе с актером и режиссером Сергеем Бодровым-младшим. В память о жертвах стихии близ селения Гизель воздвигли мемориал. Сегодня с утра здесь было многолюдно. Собрались близкие погибших и пропавших без вести, представители власти, общественных, религиозных и молодежных организаций. Память погибших почтил глава республики Вячеслав Битаров. К памятнику весь день приходили люди, которые считают своим долгом вспоминать жертв страшной природной катастрофы. Я считаю это очень важным. Чтить и помнить. И как это случилось, это 2002 год. Я считаю, с этого момента я сюда прихожу почтить память. В Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу Цкаева. Сегодня допросили свидетеля Дзырасу Цалоеву. В ноябре 2015 года она проводила вскрытие тела Цкаева. Цалоева отметила, что никого из подозреваемых не узнала. После судья зачитал акт судебно-медицинского исследования, из которого следует, что Цкаева доставили в морг в одежде. На открытых участках тела были заметны телесные повреждения. Из характера повреждений можно предположить, что удары Цкаеву наносились твердыми тупыми предметами. Какими именно, не уточняется. Также потерпевшая сторона сегодня заявила, что никто из родственников не давал согласия на бальзамирование тела Цкаева. Процедура бальзамирования, как отмечает потерпевшая сторона, могла негативно повлиять на результаты повторной экспертизы. Также, по мнению адвоката семьи Цкаевых, был грубо нарушен порядок передачи материала для исследования от эксперта Цалоевой к эксперту-гистологу. Следующее заседание назначено на понедельник. С момента, когда было произведено исследование трупа, до передачи гистологического материала на обследование прошло, по словам эксперта, не менее 4 дней. В это время в морге вскрывались и другие умершие, и материала, подходящего по достаточно нередкой группе крови Владимира, для подмены было достаточно. При определенном уровне сговора это могло быть. Северостинская таможня сегодня дала нашей телекомпании официальный комментарий по ситуации с автомашинами с юго-остинскими номерами. Напомним, 12 сентября на пункте пропуска Нижний Зыромак собрались десятки автовладельцев. По их словам, российская таможенная служба ужесточила правила ввоза автомобилей из соседнего государства. Машины не пропускают на территорию России и не выпускают за государственную границу. Нам сообщили, что информация о массовом отказе в оформлении временного ввоза не соответствует действительности. При совершении таможенных операций по временному ввозу иностранных транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации должностным лицом таможенного органа устанавливается срок временного ввоза. Транспортные средства, которые не вывезены в установленный срок, они и значатся на сегодняшний день у нас невывезенными, находятся в розыске, по ним проводятся определенные мероприятия, в том числе по направлению уведомлений о образовании у них задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, в дальнейшем по ограничению въезда-выезда на территорию или с территории Российской Федерации.
Вот. И таких транспортных средств на таможенном посту МАП Нижний Зарамак на сегодняшний день более 3000. Основная проблема, отмечают в таможне, неуплата таможенных платежей. На сегодняшний день долг по уплате за нарушение временного ввоза более 1 миллиарда рублей, и эта цифра растет. Вопреки слухам, распространяемым в различных социальных сетях, мессенджерах, хотел бы сказать, что работа по оформлению временного ввоза иностранных транспортных средств ни на 1 час, ни на одно мгновение не прекращалась. Имеется только невыполнение требования, правомерного требования таможенного органа о предоставлении обеспечения уплаты таможенных платежей. На сегодняшний день количество принятых решений по отказу в временном ввозе иностранных транспортных средств составляет всего-навсего 5-6% от общего числа оформленных временных ввозов. Грузия, туризм и отношения с Россией. В финале туристического сезона эксперты оценивают последствия летнего политического похолодания между двумя странами. Приходят к интересным выводам. По данным пресс-службы Северостинского погрануправления, поток пересекающих госграницу на пункте пропуска Верхний Ларс в этом году вырос на 10%. И это, подчеркивают пограничники, ежегодная динамика. В прошлом году за этот период наблюдали точно такой же рост. При этом нужно учитывать, что с 8 июля авиасообщение России с Грузией прекратили. Предполагалось, что нагрузка на Ларс вырастет в разы. Но это только в том случае, если бы российские туристы не поменяли планы на отдых. А они, судя по цифрам, все же поменяли. Подтверждает это и статистика, которую со ссылкой на Нацбанк Грузии приводит РИА. В августе доход от туристического сектора в Грузии сократился чуть более чем на 10%. И еще такая деталь. Российские туристы, все же решившие поехать на отдых именно в Закавказье, несколько изменили направление. В Армении в этом году отмечают, турпоток заметно вырос. Мы поговорили с руководителем экспертно-аналитического центра «Институт Кавказа» Александром Искандаряном. И вот что он нам сказал. Во-первых, просто чисто технически некоторые люди, которые должны полететь в Грузию, они летят через Армению на самолете. Во-вторых, ну, естественно, россияне смотрят телевидение, там, читают новости и так далее. И те люди, которые предполагали ехать в Грузию, ну, какая-то часть из них, они не едут в Грузию, а выбирая примерно те же направления, Южный Кавказ там, и так далее, они едут в Армению. Я бы сказал, что увеличилось количество туристов. У меня нет статистических, их просто вообще еще нет, да, статистических данных по Грузии. Но я бываю в Грузии, в Армении живу. По Грузии видно резкое сокращение туризма, страдают от этого бизнес. То есть это же, понимаете, да, как то есть люди берут в долг там у банка деньги, обустраивают какие-то небольшие гостиницы в надежде на то, что туристический сезон принесет эти деньги, удастся отбить путем туристов, которые в основном были из России. И этот поток очень резко упал. А у нас, соответственно, вырос. То есть в Армении, опять же, эмпирически, если вот так смотреть на улицу, ну, я не знаю, больше половины туристов, наверное, из России. Объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к работе в осенне-зимний период. Подготовлено более 300 котельных, из них 107 во Владикавказе. Большой объем работ проведен в Лагирском районе. Там модернизировали 7 котельных. В Правобережном районе капитально отремонтировали 4 теплоснабжающих объекта. В ближайшие дни специалисты владикавказских теплосетей приступят к профилактическим работам. Будет осуществлен пробный запуск. В Министерстве ЖКХ сообщили, что отопительный сезон начнется при условии сохранения температуры воздуха ниже 8 градусов тепла в течение 5 суток. И в продолжение темы. К началу отопительного сезона на нескольких улицах города заменят водопроводные сети. Старые металлические трубы уже несколько лет являются причиной утечек и аварий. На новые специалисты дают гарантию, обещают безаварийную эксплуатацию. Тему продолжит Алана Тамаева. Шум большегрузной техники жителям улицы генерала Хитагурова не мешает. Ремонта водопроводной сети ждали много лет. Она обслуживает 50 домов. Старые трубы давно прохудились, и объемы потребления воды с каждым годом увеличиваются. Водопроводная труба не менялась, наверное, уже лет 40, наверное. И постоянно были прорывы. Естественно, все это латалось. Ну и вот, наконец-таки мы дождались
что нам начали проводить нормальную, хорошую линию. Так что мы думаем, что уже таких проблем не будет с прорывами, и мы будем с водой. На этой улице прокладывают 550 метров водопроводных труб. Об утечках и перебоях жители теперь забудут. Новые трубы из долговечного материала. Специалисты дают гарантию на безаварийную эксплуатацию. Что касается напора, вода в прежнем объеме будет поступать в каждый дом. Отводы и их переврезки осуществляются подрядными организациями, потому что оставить жителей, ситуация у всех не позволяет, допустим, сейчас произвести затраты на замену своего водопроводного ввода и так далее. Но мы большую часть работ выполняем мы. Работа по замене водопроводных сетей ведется одновременно на нескольких улицах города. В приоритете наиболее изношенные участки. Перед рабочими стоит задача подготовить и сдать объекты к началу отопительного сезона. Подготовка ведется не только по водоснабжению, но по системе водоотведения, по теплоснабжению. Сейчас готовность составляет практически уже 100%. Мы можем сказать, что у нас остались работы как такого характера, последние штрихи. И мы войдем с уверенностью в отопительный сезон. Работы ведутся без перерыва. Специалисты говорят, если позволит погода, завершат в срок. Алана Тумаева, Аслан Тебиев. Новости Осетии. Долги на сумму более 1 миллиарда рублей взыскали судебные приставы за 8 месяцев этого года. Об этом говорили на пресс-конференции с руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Северной Осетии Игорем Кисаоновым. Руководитель ведомства напомнил, насколько важно как можно быстрее погашать долги и не доводить до ограничительных мер. Говорили и о злостных неплательщиках алиментов. Таких в республике 3079 человек. 2000 из них ограничили право выезда за пределы страны. Всего с должников по алиментам взыскали более 30 миллионов рублей. За 8 месяцев на исполнении находилось 146 тысяч исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. С нарушителей правил дорожного движения взыскано более 100 миллионов рублей. Общая же задолженность физических и юридических лиц составляет 39 миллиардов рублей. Исполнительное производство – это крайняя стадия, когда стороны не разрешили конфликт, не разрешили ситуацию ни в досудебном порядке, ни в судебном порядке, и в действие вступает государственный механизм принудительного взыскания. Военкоматы смогут призывать в армию вне зависимости от прописки. Об этом пишут «Известия». По информации издания, поправки могут вступить в силу уже в конце этого года. Такие правила предложили в Министерстве обороны страны. Повестки будут приходить не только тем, кто приписан к конкретному военкомату, но и тем, кто фактически проживает в этом районе. Таким образом, оборонное ведомство сможет приостановить поток уклонистов от службы в армии, а также даст шанс поступить в военные вузы тем желающим, у которых не получалось это сделать из-за проблем с регистрацией. Как работает система «Умный дом», теперь понять просто. С помощью наглядного пособия оно появилось в детском технопарке «Кванториум». Интерактивный стенд станет помощником для программистов и робототехников. Ребята сейчас проектируют различные устройства для умного дома. На стенде мини-версия того, как работает система, как может отключиться свет, если в помещении никого нет, и как можно отключить приборы через мобильное приложение. Об этом на лекции ребятам рассказал магистр-программист из КГМИ Андрей Губарев. Такой подарок «Кванториуму» сделал североостинский филиал Ростелекома. Компания оказывает системную поддержку сети детских технопарков. Показать, как могут работать различные умные устройства дома. Например, начиная со стандартных датчиков, это дымоуловители, это протечка воды, ну и заканчивая чем-то более серьезным, например, устройство, которое позволяет следить за электричеством, позволяет, допустим, поворотный кран в случае протечки воды автоматически его закрыть. Ну и возможность все это удаленно, соответственно, контролировать, настраивать и управлять. То есть, это современное направление, которое называется интернет вещей. Умный стенд, умный стенд в нашем квантуме позволяет показать детям, как это все работает на практике.
Осетинские борцы-вольники Заурбек Сидаков и Давид Баев вышли в финал чемпионата мира по вольной борьбе. Соревнования проходят в Казахстане. Давид Баев в своем полуфинале оказался сильнее представителя Польши Магомед-Мурада Гаджиева. В решающей схватке он встретится с представителем Казахстана Нуркажой Кайпановым. А Заурбек Сидаков переборол олимпийского чемпиона Лондона, американца Джордана Барроуза. Общий счет 4-3. В финале Сидакова ждет итальянский борец Франко Чамиза. А осетинские армрестлеры готовятся к фестивалю культуры и спорта народов Кавказа. Он стартует завтра в Грозном. В республике этот вид спорта популярен. Осетинские спортсмены завоевывают высокие награды на чемпионатах Европы и мира. К завтрашнему фестивалю тоже готовятся с полной отдачей. Свидетелем тому стал мой коллега Георгий Запаров. Ему слово. Сослану Гасиеву всего 22 года. В армрестлинг пришел в 13 лет. Через год стал чемпионом республики среди юниоров. Еще через год победил на первенстве Европы в Баку. В этом году спортсмен перешел во взрослую категорию и стал чемпионом России. Сослан шутит, влюбился в армрестлинг с первой тренировки. Армрестлинг вообще в Осетии традиционный вид спорта. Там нужна сила, наверное. Наши ребята посильнее будут остальных. Мы это доказываем каждым годом. Не знаю. И тренера у нас хорошие, может, из-за этого титулованные, сами боролись. Наверное, так получается. В конце октября в составе национальной сборной Сослан отправится на чемпионат мира. Сейчас он активно готовится. Тренировка начинается с разминки. Сослан говорит, армрестлинг травмоопасен, поэтому разогреву советуют уделять больше внимания. Чтобы, во-первых, травму не получить, да, потом уже после разминки надо еще не сразу с больших весов начинать, а с маленьких. И после тренировки тоже там растяжку надо делать, это все обязательно. В основном, наверное, локти болят, плечи, так как есть, не только руки работают, но корпусом надо бороться. Плечи, спина, все надо хорошую разминку делать и все надо тренировать. Также важны и статические упражнения. Спортсмены говорят, в армрестлинге самое главное не мышечная масса, а сильные связки. Их укрепляют специальными упражнениями. Атлеты готовятся в спортивном зале педагогического института. Здесь на каждый квадратный метр чемпион мира и Европы. Сейчас рукоборцы активно готовятся к фестивалю культуры и спорта народов Кавказа. В этом году наши ребята будут бороться в категориях 65, 80 и свыше 80. 65 килограмм будет представлять двукратный чемпион Европы среди молодежи, второй призер Европы среди взрослых Фарнев Егор. В категории 80 килограмм действующий чемпион России Скаев Ортан. В категории свыше 80 Гасиев Сослан, пятикратный чемпион мира, чемпион России. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа стартует 21 сентября в Грозном. В субботу мы выезжаем нашей делегацией в Грозный, столицу Чеченской Республики. Там 10-й юбилейный фестиваль будет проходить. Главная цель фестиваля – развитие массового спорта, межкультурных связей между регионами Северо-Кавказского округа. Мероприятие призвано сохранять и обогащать традиционную культуру народов региона, способствовать пропаганде здорового образа жизни. Поэтому для нас это очень важное мероприятие, в котором мы с большим удовольствием будем принимать участие. У нас, повторяюсь, очень сильная делегация, мы представим во всех 12 видах спорта. Везде мы готовы бороться за самые высокие места. Кроме армрестлинга, спортсмены из Северной Осетии будут соревноваться в легкой атлетике, мини-футболе, силовом троеборье, стрельбе из лука, перетягивании каната. Атлеты говорят, к фестивалю готовы. Обещают порадовать болельщиков хорошими результатами. Георгий Запаров, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Уже завтра в Северной Осетии начнутся праздничные мероприятия по случаю Дня Республики и города. Организаторы обещают, праздник будет ярким и запоминающимся. На новой набережной во Владикавказе развернется уже традиционный фестиваль осетинских пирогов и сыра, а также мастер-классы местных ремесленников. Будут и спортивные площадки, футбол, баскетбол, а еще тут пройдут нардские игры. В центре города будет сразу несколько концертов, а еще завтра состоится долгожданное открытие гипермаркета «Леруа Мерлен». Он специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома. Начало торжественного мероприятия в 8 часов утра. Для гостей подготовили розыгрыши, призы и скидки. У меня к этому часу все. Спасибо за внимание. Выпуск продолжат мои коллеги из Остинской редакции. Марат Гугаев и Сабина Пелеева готовы делиться интересными новостями.
Բոժդիկ Սեтлանը, աղամ խաբրտա դարսատ տաշտը, աբոն խուշարի ռշտոնը սարջտը նրավա դիշաջը բրակ բուն։ İran literatürü bandura хитакаты коштайшы да ахшай аже юбилей масаттаганы мазалты ташы таманы басы дыштым. Ахам амандар хабарты тахай гыцыл фаштадар ныртавал рекламу.